Удушливо жаркая погода установилась в эти дни в Абхазии. Естественно, растет потребление электроэнергии. Как в этих условиях работает энергосистема и как энергетики готовятся к зимнему периоду, об этом подробно поговорим с главой Черноморэнерго Тимуром Джинджолия. Как энергосистема справляется с нагрузками? Наверняка нагрузки увеличиваются в такую погоду. Действительно аномальная жара, нагрузки у нас увеличились, и помимо нагрузок сама температура окружающей среды нагревает сам проводник, и происходит его провис. Вчерашние аварии, которые были, 2 аварии, это 2 неисправности. Одна была в районе Порчал-Губ, вторая где-то в районе интерната, это Будут. Я имею в виду Колдахмара. Бригады устранили одну аварию, потом вторую аварию, но как-то нам удалось стабилизировать электроснабжение в республике. На сегодняшний день пока сбоев нет. Очень надеемся, что мы более или менее сможем пройти эту аномальную пиковую жару в этом году. Какие-то меры можно предпринять, чтобы минимизировать количество аварий? Сейчас в эти дни, когда пик именно все меры, которые все, что в наших силах, мы это проводим. И сегодня тоже люди находятся на линии, смотрят если места угрожающие для работы самой линии, функционирования линии. Товарищи сейчас в такое время. При аномальной жаре никто не застрахован, но весь коллектив Черноморэнерго делает максимально зависящее для того, чтобы минимизировать эти угрозы. Насколько увеличивается потребление в такую погоду? Есть ли какие-то показатели, на которые можно показатели, ориентироваться? Да, конечно. Если было потребление суточное, у нас было при нормальной температуре в районе 5,5 миллионов киловатт-часов в сутки, 5,400, 5,300, то эти последние дни мы вышли за 6 миллионов киловатт-часов в сутки, что говорит о существенном увеличении потребления в республике. Что вы советуете, чтобы избежать? Это же могут быть и локальные аварии, и в домах могут не выдержать, проводка может быть. И не только вся энергосистема страны. Какие советы вы дали бы, как вообще снизить такие нагрузки? Что, может быть, делать людям? Смотрите, сейчас основная нагрузка пошла, это по кондиционированию, у людей включают. Самое, наверное, разумное было бы в это время, если человек уходит из дома, то не оставлять включенными кондиционерами на целый день. Прийти, включить уже вечером, и охладить свое помещение. Как минимум, выходя из дома, выключать выходя из дома, выключать кондиционер, снимать нагрузку сетей для того, чтобы люди могли пользоваться. Тимур Иванович, летом идет подготовка к зимнему самому сложному периоду, и была речь о том, что переток будет закупаться заранее, электроэнергии, и в августе это начнется, чтобы избежать перебоев в подаче электроэнергии. Что в этом вопросе на этот день? Начнется ли переток, закупка электроэнергии в августе? Планируем мы уже согласован договор с российской стороной, график подачи электроэнергии. В августе мы планируем начать переток. Если все нормально сложится, это будет переток коммерческий, платный для нас. И с августа месяца планируем начать переток осуществлять со стороны Российской Федерации для сохранения уровня воды на плотине Ингурбиса, чтобы зимой более или менее с нормальным уровнем мы могли подойти. Источники финансирования уже определены. Это, как вы говорили, это Черноморэнерго. Источник финансирования – это Черноморэнерго. Как-нибудь люди ощутят... За счет наших собственных средств. Исключительно, если говорить о стоимости, по которой мы приобретаем электроэнергию, это в районе 3 рублей за 1 киловатт-час. Если в ночное время осуществлять переток, это самый дешевый тариф получается со стороны Российской Федерации. Потому, пользуясь случаем, хочу обратиться обратно к населению нашей республики за потребленную электроэнергию. Я вас попрошу оплачивать вовремя, ежемесячно, регулярно, в силу того, что от оплаты за электроэнергию будет и зависеть объемы перетока, который мы сможем купить для Республики Абхазия. На этот момент какое количество вы уже планируете закупить?
перетока? Ну, мы сейчас говорим об одном месяце, значит, в районе там 19 миллионов киловатт-часов. Стоимость этого перетока в августе месяце, ориентировочно 60 миллионов рублей будет составлять. Насколько это облегчит нашу жизнь осенью, зимой? Потому что вот прошлые годы мы помним, что дефицит начался, и верное отключение в конце октября, в ноябре. Все зависит, да, все верно. Все зависит от погодных условий, от окружающей среды, которые сложатся к этому месяцу. Хочу напомнить, что в прошлом году ноябрь месяц был практически на 10 градусов холоднее, чем среднестатистические показатели. И в ноябре месяце таких нагрузок и такого потребления практически у нас за последние 10 лет не фиксировалось, как это произошло в этом месяце. И с этим связано было и большое потребление, и, естественно, увеличение самого дефицита электроэнергии. Надеемся, что мы в этом году пройдем по среднестатистическим показателям, и нам будет полегче. Тимур Иванович, а переток, когда будет осуществляться в августе, люди как-то на себе это ощутят? Будут ли какие-то, может быть, временные ограничения на какой-то период подачи электроэнергии? Или... Ограничений не будет переключение в 9 часов и в 7 утра. Очень быстрые такие переключения с одного на другое. Тимур Иванович, последние годы мы видим, что улучшается ситуация. И в Гагарском особенно районе часто были перебои. Сейчас жалоб именно от жителей Гагарского все меньше. Там ремонтные работы проводятся. Какие меры предпринимаются, чтобы уменьшить количество аварий? Сейчас где идут работы? Наверняка в каких-то районах эта работа не прекращается. Работы ведутся у нас ежедневно. Во всех районах республики, в том числе и в Гагре. Тот объем работы, который мы провели сейчас, в частности, говорить о Гагре, это только начало по необходимому объему работы. Предстоит еще очень много работ, очень много узких мест есть, которые требуют больших финансовых вложений, ресурсов рабочих, техники. Все прекрасно понимают, что сама электроэнергетика – это очень капиталоемкое направление, так скажем. Для того, чтобы привести в порядок хотя бы одно ТП со всеми отходящими, питающими от них абонентами сегодня, по сегодняшним ценам это от 3 до 5 миллионов рублей себестоимость только одной подстанции, то это такой небольшой, средненький, так скажем. Вы все видите, что постоянно практически идет прирост объектов, строительство новых объектов, эксплуатацию, всем им нужно энергоснабжение, всем им нужно электропитание. Этот процесс у нас идет параллельно. Работы проводятся по всем районам. Чуть-чуть смогли улучшить, конечно, по бесперебойности качества электроснабжения по республике, но это далеко пока не предел. Еще очень много предстоит работы и очень много дел для того, чтобы вывести на качество новый уровень вообще всего отрасли. И параллельно работа по установке приборов учета идет, тоже дает эффект и серьезный эффект. Конечно. Это дает эффект и по потреблению вообще в республике. Сейчас практически на 500 миллионов киловатт-часов снизилось потребление в республике у нас на сегодняшний день. Установлено всего 30 тысяч приборов учета, предстоит установка еще 60 тысяч приборов учета. Но перед тем, как их устанавливать, надо провести работы по подготовке сетей для установки приборов учета. А это мероприятие дороже, чем сами приборы учета и установка их. Так что все настолько взаимосвязано, что только системная, плановая, обеспечена финансовыми и людьми работа даст желаемый результат. И с российской стороны поддержку обещают оказать. Особенно внимание было уделено именно установке приборов учета, и отдельно говорилось вообще о энергосистеме, о том, как эту проблему решить поэтапно. Да, практически там ежедневно мы на связи с нашими российскими коллегами, они нам оказывают всяческое содействие, помощь и по нормативной базе, по самой системе, и налаживания и бытовой деятельности, и технического обслуживания, технического сопровождения.
Вот. Есть ряд договоренностей, мы очень надеемся, что это будет воплощено все в жизнь. Тимур Иванович, спасибо за информацию, благодарю вас. Всем благ, до свидания. Всего вам доброго. А нашим слушателям напомню, это был глава Черноморэнерго Тимур Джинджоли. Мы говорили о том, как энергосистема работает в условиях аномальной жары и какие меры вообще предпринимаются для сокращения потребления и для того, чтобы избежать аварий.